Горная Ингушетия, как прекрасный бутон, с каждым разом раскрывается все больше. В этом году туристы узнают о новом, сложном и невероятно красивом маршруте, который приведет их к Гялчорскому водопаду. Путь начинается с Асиновского ущелья. Если немного свернуть с привычного маршрута, буквально через несколько метров скрыт лес с извилистой тропой. Вдоль ручья можно увидеть небольшие водопады, преодолевающие каменные преграды. Пока об этой дороге, ведущей к настоящей сокровищнице, мало кто знает. В данный момент из проложенных, паспортизированных в комитете нашим порядка 3 десятков, чуть больше туристических маршрутов. И задача наша сегодняшняя, в том числе с привлечением наших гидов, с привлечением МЧС, состоит в том, чтобы новый объект паспортизировать, маршрут к Гялчорскому водопаду. Он среди местных жителей достаточно большой популярностью пользуется, но, как правило, туристы его достаточно редко посещают. И задача наша сегодняшняя состоит в том, чтобы его популяризировать, чтобы сюда как можно больше туристов приезжало, и чтобы узнавали, что у нас не только башни есть, но и водные объекты. Сегодня в горах Ингушетии популярностью пользуются 3 крупных водопада. Экскурсоводы обещают, что этот маршрут будет не менее интересен. Один из немаловажных плюсов в том, что расположен водопад вне пограничной зоны Джейрахского района. И поэтому он доступен для посещения даже иностранными туристами, без получения специального пропуска. Пока команда из специалистов проходит маршрут сама. Они выявляют опасные зоны. Скоро здесь будут информационные таблички и небольшие переходы для безопасности туристов. Осложняет этот маршрут уже листва, которая выпала, и из-за того, что в теневой зоне рядом протекает вода, поэтому уже здесь сложность в этом заключается. Ты не видишь, куда ты наступаешь. И в частности уже переходить через камни, через реки, да, там уже возникает сложность из-за того, что камни скользкие, и надо уже контролировать всех групп, которые уже идут за тобой, всех туристов. Идти до водопада чуть больше часа по реке, тропам и скалам. В такие маршруты обычно сопровождают спасатели МЧС, которые призывают туристов быть осторожными, посещать дикие места исключительно с гидами и выбирать удобную спортивную обувь. Хорошие кроссовки должны. И вести себя, конечно, они в любом случае скользкие камни. Когда тем более речку переходишь, очень надо быть осторожным. Спешить никуда не надо. Осторожно, спокойно наступаем. Камень бывает где-то твердый, где-то может соскочить камень. Так что меры безопасности в любом случае нужно соблюдать. Водопад образован правым притоком реки Аса, которая является главной водной артерией Ингушетии. Высота водопада около 15 метров, ширина около 5. Состоит он из нескольких каскадов и просто завораживает взгляд. Вода в реке чистая, водопад особенно красив в солнечную погоду. Кстати, говорят, что здесь водятся дикие кабаны и медведи. Но экскурсоводы отмечают, что к людям они не приближаются. Маршрут, который мы сегодня направляемся в сторону этого водопада, не один из, можно сказать, не самый из трудных. Вот по моей 10-бальной шкале, можно сказать, где-то 4,5. Вот люди, которые обладают хорошей физической формой, они легко могут сюда пройтись. А вот эстетические туристы, им придется немного, говоря простым языком, попотеть, поскольку тут есть места, где надо проходить через камни, переступать через них. Даже есть места, где можно забираться, соответственно. И я бы многим советовал с собой даже брать иногда походные палки, да, для укрепления ног и так далее. Более того, я посоветовал многие люди, когда идут, взять с собой что-нибудь, даже для перекуса, а также, чтобы брали с собой бутылку, да, с водой. В древности, когда ингуши были язычниками, они верили, тот, кто прошел сложный путь и поднялся к водопаду, стал ближе к Богу. Ну а сегодня для местных и туристов это место слияния с природой. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.